Прямо на дороге, ребята. Белые боровички. Вон мотоцикл остановился. Тут дорога заканчивается. Такая уже плохая. Ну, бор уже. На дорожке прям выскочили. Там, кстати, проезжал. Тут недалеко тоже стоят. Чуть не наехал. Я как бы насчет боровиков-то и не думал. Думаю, поеду красноголовиков посмотрю. Где-то они здесь. Вон стоят. На дороге, короче. Прикольно так. Смотрите, ребят. Тык, 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 тык. Я вам пролетел. Интересно. Ребят, всем привет. Что-то даже забыл с вами поздороваться. С лесом поздоровался, а с вами нет. В общем, выехал в лес, ребят. Это у меня уже третья разведка. Так, в периодичности катаюсь. Смотрю первый выход грибов. Ну вот, не успел заехать. На дороге стоят беленькие, ребят, боровички. Такие, конечно, подуставшие от солнца. На дворе у нас конец июня. Вот. Короче, боровички стоят, ребят. Ну, я так что-то беломощник боры проезжаю. Еду за красноголовиком. А они стоят. В общем, ребят, тихая охота. 20-25. Сезон. Открываем. Потому что, смотрите, ребят. Красноголовик раз, два. Три. Вон четвертый. Спрятался, только вышел. Ребятки, дело пошло. В общем, сегодня тихая охота, ребят. Сегодня обещают грозу. Даже погодка такая дождливая. Тепло. Ну вот, начинаем, ребят, открывать тихую охоту. В общем, красота, ребят. Только зашел, в этом месте всегда бывают красноголовики. Хотя можно еще проехать на мотовездеходе, но я здесь прохожу и нахожу. Ништяк.
Вон какие, ребят, красавчики. Сюда на этом месте, ребят, они вот такие здесь красненькие, как в сказке. Боровички, кстати, ребят, червивые были. Вот здесь мох. Красноголовички чистые. Я, правда, с пакетом, потому что так налегке, думаю, будет, не будет. Вот, красноголовички шикарные. Начнем сразу, ребят, выкручивать, срезать как правильней. Сразу, ребят, отвечаю и тем, кто топит за срезание, кто топит за выкручивание. Ребята, без разницы. Гриб это как микроб, ребята, он позаботился сам о себе. И вот эта грибница, паутина, она, чтобы вы понимали, на очень не на 1/10 метра, ребята, она расходится. А то, что вы срываете, ну, вы рвете там маленькую долю, короче, маленькую часть, ребят, этого грибницы. Соответственно, вы никак не навредите. Вот. И вот постоянно пишут. Я, бывает, выкручиваю, срезаю, как мне удобно, ребят. Потому что, вот, допустим, сейчас срезать, ну, тут мох, а ножка длинная в мху. Срезаешь, очень много оставляешь в земле. Первые грибы, охота насладиться. Вот. Так что, как бы здесь так. И вот здесь, ребят, в прошлом году, вот именно вот в этом месте, я нашел семью, 47 штук, около 50. Можете посмотреть. Даже ставлю ссылку, ребят, в описании. Посмотрите. И вот постоянно пишут, да не будут там расти грибы, ребят. В этот лес ходили мои бабушка с дедушкой, моя мама там с отцом. Меня сюда натаскивала. Я сейчас с дочкой хожу сюда, и грибы растут, ребят, на этих же местах, где мы их, грубо говоря, выкручиваем, как вы говорите. Так, классное настроение, только заходим, ребят, лес уже радует. Погнали дальше. Полянка такая небольшая, ребят, здесь. Основной бор через за ручей надо перейти. Там посмотрел, вроде как будто больше нету. А здесь, ребят, вон такой красавчик стоит, смотрите. Вообще великолепный. Первые грибы, ребят, знаете, радуешься прям. Сейчас сфоткаем в телеграм-канал, ребят, заходите. Все самое свежее, интересное в телеграме. Ссылка в описании. Самое главное, что чистые, ребят. Сегодня будут свежие жареные грибы с картошкой. Ах, а водов, конечно, море. Ребят, пока не побрызгаешься, продуху не будет. И комары, а вода, блин, слепнет. Душно еще. В тайге сейчас тяжко. Душно и очень много гнулся. Сегодня грозу обещали неспроста. Чувствуется, парит аж. Вроде и не, как бы солнце, не солнце. Но тяжко. Так, ребят, ну что, заходим в бор. Посмотрим, что даст нам.
Лесочек, лесочек, дай нам грибочек, да? Поехали. Опа. Вот такой борик, ребят. Небольшой, но очень мне нравится здесь, как в парке гуляешь. Один сезон был жесткий ураган, тут попадало много деревьев. А так он вообще чистый был, конечно. Ходишь, ни веток, ни палок. Чисто бор, ребята, красота. И растут грибочки. Вот. Тут в основном растут красноголовики, так мы их называем. Так они как подосиновики. Ну, здесь такие боровые, ребят. Красные растут, потому что тут подосиновики, но тут ни одной осины-то нету. Березы, елки, ели. Очень тут такие красивые грибочки растут. Толстоногие. По сезону сюда частенько приезжаю. Чисто за красноголовиками. Вот, ребят, вижу какое-то пятно. Надо, ребят, знаете, первые грибы надо глаз прям такой норовить. Глаз. Вот он, ребят. Смотрите, какой красавец. Вот этому же грибу денька, наверное, 3-4. Соответственно, нужно понимать, ребят, первые грибы, когда они уже пошли. Я ездил неделю назад, ни одного гриба я не находил. Главное, чистый, ребят. Аккуратненько сейчас мы его почистим. И все. Так стараюсь собирать чисто, ребят, чтобы дома меньше. Понятно, дома еще перебирается все это дело. Ну и, конечно, с пакетом, ребят, никто не ходит за грибами. Если аккуратно, то можно, конечно. Но так в целом это все мнется. Надо корзину, ведерко какой-нибудь там. Это будет правильный. Ну, я говорю, с разведкой, ребят, до этого и уезжал. Но не было вообще ни одного. Гнали. Блин, настроение, ребят, такое, знаете. Я очень люблю собирать грибы. Вот. Понятно, что как бы и кушаем, и замораживаем, и консервируем. Но очень нравится мне именно сбор грибов. Это прям вообще. Конец июня. Вот первые грибочки у нас в Республике Коми. На юге Республики Коми, ребят. Это немаловажный фактор. Так как если дальше на север, то, естественно, там намного все позже. Вот. Ну, такого вау нету. Понятно, первые грибы, точечно. Чик-чик. Вот. Так что глаз за глаз, ребят. Нужно искать, смотреть. А так, на маленькую жареху уже нашел. Надо вот еще столько же, ребят, и будет классно. Захожу в такие, ребят, места уже, знаете, ну, здесь, как сказать, ну, прям лайтовые. Если грибы, то именно здесь. Но сейчас первые грибы, соответственно, здесь нужно понимание. Сейчас, возможно, они у края бора, где больше влаги, где меньше солнца. На самом бору, допустим, делать нечего. Или наоборот. Но пока, ребят, ничего интересного. Пока у нас только один на бору. Ну а на том месте, ребят, они растут всегда. Там прям, я не знаю. Ну классно. Когда первое, когда что-то после зимы, что-то всегда классно, ребят. Первые поклевки, первые грибы и так далее. Слушайте, ну блин, по сезону только смотришь, шапки стоят там.
издалека видно. Боровик, ребят, офигеть. Что? А боровик стоит. Вот там еще какая-то шляпа, ребят. Я обычно, когда гриб нахожу, сразу хоп, разведочку. Чик посмотреть. Да, красноголовичек, ребят, смотрите. Не зря спустился на окраину бора. Видите, здесь такой и мох, и черничник такой уже густой. И спуск. На камеру это непонятно. А верх бора это низина. А там вообще уже, ребят, бор заканчивается. Там уже такой, как болото. Вот стоит красавчик. Огонь. А какая нога, ребят. Красавцы. Тверденькие. Сегодня зажарим, ребят. Красота, да? Вообще песня. Боровик, понятно, ребята, гнилой. Можно было даже и не трогать. Вот как-то так. Ну вот прям точно, ребят, поштучно. Только вот начали выходить. Я прям приехал вовремя. А так и есть. Надо проверять всегда, постоянно. Я просто чувствую, что вот они должны уже выходить. По району уже слухи пошли, что там где-то нашли, там нашли. Ну вот. Бор у меня от дома недалеко. Приехал, посмотрел. Нет. Как-то так. Ну да. Больше не вижу пока. Именно здесь, внизу. Издалека, ребят, увидел. Смотрите, такой огромный черничник. Ну, очень густой, такой огромный. И смотрю, там что-то светятся фонарики. Там фонари, ребят, стоят. Два штуки, ребят. Красавцы. Один прям огромный уже. А вот этот прям четкий. Сдалека увидел, ребят. Ну, низинку обошел так. Я выхожу опять в бор, поднимаюсь. Стоят. Ну, кстати, плотно, ребят. Ничего не скажешь. Ох, там нога классная. О, какой. Красавчик. Блин, чистый, ребят. Блин, бывает, что в такое время именно тепло, жарко. Я бы не сказал, что у нас тепло. У нас ночью 2 градуса. Сейчас было. Что этот посмотрим? Ну, чисто, ребят. Ну, шляпка такая, знаете. Просто, наверное, не довезу. Чистый, блин. Возьмем. Так. Скажем, на довесок. Сегодня у нас 20, не помню какое июня, ребят. А вот понятно, что основная масса это будет осенью. Конец августа, сентябрь, октябрь. Вот. Ну, в прошлом сезоне гриб вот как начал с июня тоже, с июля что ли. Так он, в общем, и собирали до самой осени. То есть постоянно был выход. Выход это массово, ребята, они выходят. Собираешь, люди собирают. Потом заметно их нету.
Ну, уже подсобрали, да и так в целом не растут больше. Потом бац, и опять вышли. И опять их много. И вот это называется выход. И когда ты попадаешь, я вот сейчас, допустим, 100% один в лесу, то можно снять куш неплохой. Такие дела. О, какой красавец! Толстоногий, ребят. Красавчики. Чистые, блин. Это уже на бару, прям в центре. Хорошо. А тут рядышком еще один, ребят, малышок. Вот ему сегодня ночка. Как правило, грибы растут как будто бы ночью только. 7 сантиметров, ребята, не могут вырасти. Вот малыш. Вот рядышком я тут сорвал. И вот рядышком стоит. Сейчас, ништяк. Ребят, сезон веников березовых. Так как деревенские у нас моются в банях. Ну и сбор бересты, ребят. Вот. Это, смотрю, прям свежие. Кто-то содрал. Ну, блин, на бару-то не стоит, конечно, рвать. Зачем? Заехать куда-то можно. В какое-нибудь место, где люди не ходят. А так, ребята, вот так выглядит, смотрите. Видите? Сейчас она очень хорошо слазит. И вот смотрю, здесь кто-то походил прям плотно. Березе ничего не будет, ребят. Береза будет жить. Просто вот она будет вот такая уродливая. Это все потом потемнеет. Сейчас я даже вам покажу наглядно. Вот, допустим, кто-то срезал давно, не знаю, год-два. И вот береза потом просто вот такая темная. Вот, видите. А это вот прям свежий, кто-то посрезал. Там, смотрю. Тоже, может, кто-то за грибами приходил, а решил бересты набрать. Бересту потом эту сушишь и растапливаешь в печке. Дома. Зимой в морозы топишь по 2 раза. Ну, я бы, конечно, не стал брать в бару. Некрасиво. Бор небольшой, можно же уехать куда-то в болото вниз, где люди не ходят. Нарвать там себе бересты этой. Я как-то ролик показывал. Люди прям с ума посходили. Что да как. Лучины какие-то, газовые горелки. Испокон веков, ребята, такое было. Кто-то короба делает, пестера с березы, с коры. Понятно, что береза живая. Ну, вы, наверное, ребят, на делянках не были. На пилорамах не были. Вот там, да. Понимание совсем другое, что с лесом делают. Так, ребят, тишина, смотрите. Места такие классные, козырные. Грибов нету. Прям сдалека, ребят, стоит, видно шляпка. Даже не один. Перешел уже на другую сторону.
И встречают тут, ребята. Ой, красавцы. Ой, красавчики. Ну тут... А вот еще третий, ребят. Смотрите. Третий. Видно вот от солнца страдает шляпка. Видите, не хватает воды. Огонь. Офигеть. Этих-то сдалека, ребят, увидел, полетел оттуда. А тут-то вот два, ребята, красавчика стоят. Раз. И два. Какая нога, ребята. О, а я к этим полетел. А там вроде еще стоит, ребята. Вот так вот, видите. Сейчас бы, если не осмотрелся, пошел туда, в ту сторону, этих бы пропустил. Нереально, ребят, собрать прям все подчистую. Это надо крутиться. Как взгляд падает тоже. Вот видите, я на эти начал смотреть, а снизу-то вот не вижу. Такие красавчиков чуть не пропустил, блин. Пахнет, ребята, мясом. О, там еще один стоит. Тут, оказывается, еще один, ребят. Вон, смотрите, малыш. Я его не заметил. О, какой. И там еще один. Такая полянка. Сколько уже? Раз, два, три, 6. 6. Что тут, грибочек же у нас? Да? Ну вот в одном месте примерно 7 штук, ребят. Примерно в одном месте. Ребят, ну что, жареха есть, 100%. Хорошая жареха. Отлично. Так, ну ладно, мы только заходим на вторую сторону. В принципе, я еще думал на поля съездить. Я думаю, мы здесь погуляем, ребят. Еще что-нибудь найдем 100%. А что, вон далеко ходить не надо, стоит, ребят. Вот. Такой большеватенький, конечно. Так-то чистый, ребят, но, блин, какой-то мягкий. Я его просто не довезу до дома. Сдалека, ребят, наблюдаю. Вижу, вижу, вижу. Сдалека.
На бору такие суховатые, конечно, они. Видно, что тяжко им здесь. Видите, шляпка лопается, ребят. Выгорает шляпка. Так-то чистый, нормальный. В мху. А вот еще один, ребят. Только-только, смотрите, вылез. Малыш вообще прям. Малютка. Опа. О, какой. Все четко, ребят. Но гнуса, конечно, очень много. Осенью это поприятней. И прохладненько. И оводов вот этих нету. А тут прям лепят. Жесть. Это сегодня еще не жарко. Лето, конечно, плохое, блин, пока. Июнь не радует. Дожди, холод. На июле там что-то смотришь, тоже вроде ни о чем. Может, поменяется погода. Смотрите, ребят, какие огромные стоят. А рядом малыши. Карандаши. Вот. Раз. Эти я не знаю, даже вроде как будто бы и нормальные. Твердые. И два. Вот он, ребят. Поднимается ветерок, ребят. Ну, сегодня гроза обещалась. Уже греметь слышно где-то вдали. Чувствуется, парит прям. Так, а у нас очередной, походу, ребятки. Да, очередной красавчик. Красота, красота. Слушайте, ребят, я уже нормально набрал. Я не ожидал, конечно, что столько будет. Можно, можно. Это я еще так крутанулся, ребят, ни о чем. А вон, смотрите. Стоит. Да, красавец какой. Ох, ножка-то там, ребят, вообще песня, смотрите. Ух, вообще приятный парняга. О, думал, найду, не найду, ребят. В этом месте есть такое. Белый красноголовик, ребят. Чтобы вы понимали,
Была даже такая пушка, что за него срок могут дать, типа в Красной книге. Все дела. Все это брехня, ребят. У нас они как росли, так и растут. Белый красноголовик. Это все то же самое, только вот такого цвета. Вот именно вот здесь, обычно вот в этом месте, они всегда встречаются. О, какой красавец, ребят. Такие красавчики. Только-только вот самые такие. То, что нужно, ребят. Ветерочек, ребят, хорошо. Не знаю, как вам писать, ребят, но очень душно. Не жарко, а вот именно душно. Я еще попить с собой ничего не взял. Так, думал, полечу, прокачусь. А тут вот гуляем. Ну там ручей есть. На ручье попьем. Какая-то шляпка, ребят, стоит. Издалека увидел. А вот, досталось ему, конечно, прямо наверху здесь. Был оранжевый, стал аж белый, ребят. Жарко. Солнышко попадает. Он гремит. Где-то вдали. Чистые, ребят, прелесть просто. А он еще стоит. Прямо у пенечка, у дерева. Прямо у деревца, ребята, развалился. О, какой красавец. Попаду я под дождь, не попаду, не знаю. А, уже не важно. Уже по кайфу, ребят. Михалыч, ребят, орудовал. Скорее всего, по весне. Тут такой бугор. Смотрите, что делает. Искал тут. Многие думают, что корешки. А в таких местах, ребят, бывает, что хорошо попадаются личинки майского жука. Вот он их слышит, копает и ест. Хороший белок. Вот. Нормально он тут поработал. Ну, по весне, скорее всего. Вот. Точно не кабаны, точно медведь. Он всю поляну почихрыжил. Скорее всего, ребят, личинку майского добывал. Вот так это выглядит со стороны. Мишка Михалыч тут живет, значит.
Все, ребят, успел я на грозы. Скорее всего, сейчас накроют. Хотя непонятно, с какой стороны. Ну что, ребят, я скажу. Грибалка удалась. Собрал нормально. Такие хорошенькие. Так, шутя, погулял в целом. Понятно, что можно ходить, еще бродить. Ну, до грозы, ребят, надо свалить. Отлично, ребят, отлично. Отличный поход. Наконец-то пошел сезон. Сейчас максимально аккуратненько, ребят, сложу рюкзак и максимально их довезу до дома. Вот. Так это не дело с пакетом, конечно, но я не ожидал, что есть грибы. Ходил, кстати, сегодня, с рыбаком, ребят. Вот такой ножичек с гравировочкой, рыбалка с дрюней. Это от компании Русберг. Нож называется Рыбак. У меня от Русберг получается есть еще филейник, а есть еще D2. Ну и мой знаменитый, вы, наверное, знаете, часто я с ним ходил, ребята, это Енисей. Японская нержавейка, стали АУС-8. Вот, я, короче, его подарил, ребят, когда был в Архангельске. Подарил Сане. Саня, если будешь смотреть, тебе огромный привет. Я надеюсь, что этот нож будет тебя выручать и будет служить. Вот. Так, в целом, хорошие ножи, ребят. Это Кована 95Х18. Ну вот, в общем, Енисейка, ребят, мне очень зашел. Это был вообще мой такой постоянный нож. Ножей у меня много, но вот, знаете, вот что-то вот прям в руку лежит и как бы, не знаю. Ну, все-таки я его подарил, ребят. И сейчас пришла новиночка. Что-то подобие, ребят, Енисея. Тоже японская нержавейка, АУС-8. Самое, что мне там нравилось, это прорезиненная ручка, ребят, рукоять. Да, классика это дерево, конечно. Как и здесь, допустим, здесь у нас бук, скорее всего, не помню уже. Вот, ну, работяга, вот эта резиновая ручка, прорезиненная, ну, знаете, вот как-то он везде у меня банки, там склянки я вскрывал им. И у компании сейчас пошли новиночки, в общем, заказал, ребят, я тут обновочки на сезон, новый нож, вот, как раз только-только пришла посылка, хотелось, ребят, вам показать, ну и посмотреть самому. Помимо ножа, там еще 2 кемпингских фонаря, именно чтобы развешивать возле лагеря, в палатке. У меня лампа есть одна. Ну вот сейчас посмотрел там одного парнишку, тоже снимает ролики. Вот он прям по лагерю развешивает, очень так прикольно смотрится в целом. Ну и вообще сейчас скоро будет темнеть, у нас пока еще белые ночи, но дальше больше повесить возле фидера, возле палаточки, в палаточке как бы намного круто. Вот решил заказать себе, ребят, такие фонарики. Короче, приедем домой, я вам все покажу. Самому интересно. А так гремит, зараза. Погнали. Погнали на выход, ребят. Опа.
Прошла мимо, не зацепила. А я думал, даст. Так, ребят, как и обещал, распаковочка. Распаковочка. Так, ну вот. Данный красавчик, ребятки. Вот такой ножичек. Чем-то похож на Енисея. А так вот, смотрите, ребят, какой красавчик. АУС 8, нержавейка, японская нержавейка. Хвостовик проходит, ребят, полностью. Ну и получается рукояточка у него пластик резина, что вот именно не боится сколов, трещин там и так далее. Ну, естественно, и воды. Вот такие ножны. Выполнение очень интересно, ребят, именно по кухне. Что-то напоминает шефа. Я вот как раз люблю заморочиться по нарезке. Вот такое исполнение. Очень красиво выглядит, как сабля. А вот четко пойдет на кухне. Сделано в России, гравировочка стоит. Вот такой, ребят, красавчик. Я знаю, у ребят сейчас есть наборы такого плана. Ну, в общем, что-то типа подобие топора. Все в дальнейшем. А так вот такой, ребят, красавчик. Ну, что-то можно котелочек взять. Такое исполнение. Красавчик. Вот. Ну, такой, знаете, порезать что-то именно по кухне, я думаю, вообще пойдет. Вот такая новиночка, ребят, от компании Русберг. Ну и парни не стоят на месте. Начали изготавливать фонари кембинские. Вот Макс. Андрюха говорит, возьми на пробу. Вот так он выглядит, ребят. Так. Сразу зарядочка. В общем, в чем в нем интересно, ребят, то что он еще заряжается от солнечной батареи. Его можно повесить вот так, палатку рядышком. Заряжается от солнечной батареи. Ну и, естественно, есть своя батарея, которую можно заменить. В общем, ну, они везде продаются, ребят. Вроде оранжевый цвет или зеленый, такой более-менее мощный. А вот такой кембинский фонарик парни сейчас изготавливают. Молодцы, что шевелятся, что-то делают. Ну, в общем, включение раз. Получается, можно регулировать цвет поярче. Сейчас понятно, непонятно, что как он светит. А так в целом интересное решение. Ну, в общем, заряжается от солнца. Также можно зарядить его от USB. В общем, зарядочка. Два фонарика взял, ребят. Чисто кайфовать. Балдеть на природе, в палатке и так далее. Вот. Как-то оно так, ребят. Такие дела. Батарея 18650, USB, плюс солнечная зарядка, очень удобно. Цвет желтый. Два фонарика, ребят, пойдут у нас в дело. Ну, это как не фонарик, это получается как именно для кайфа. Такие новиночки, ребят. Вот такой ножичек. Ну, за фонари, ребят, пока ничего не могу сказать. Посмотрим, как они себя покажут в деле. Все, что интересно, ребят, то что есть солнечная батарея, то бишь будет заряжаться непосредственно. А за ножи, ребят, ручаюсь, давно уже пользуюсь. Очень крутые ножи ребята делают, молодцы. Вот. Есть у меня промокод на 10% скидка на всю продукцию именно по ножам. Ну а кому интересны фонарики, ребят, пишите в телеге ссылку на Озон Валберес.
тоже есть. Такие дела, ребят. Все, отлично. Картошечка уже поспевает потихонечку. Вот, такие дела. Давайте, ребят, увидимся на рыбалке в лесу. Как-то так.